Фразы для экзамена. Расширяем словарный запас и готовимся к экзамену по немецкому языку. Переводим сначала самостоятельно, затем можно себя проверить на следующем слайде. С каждым следующим просмотром этого ролика ваша речь станет более совершенной. Все слова и выражения взяты из немецких аутентичных учебников, поэтому, усвоив данный материал, вы сможете продуктивно подготовиться к экзамену по немецкому языку. Я ищу попутчика, потому что хочу путешествовать по Европе с рюкзаком. Ich suche eine Reisepartnerin, weil ich mit dem Rucksack durch Europa reisen möchte. Ich suche eine Reisepartnerin, weil ich mit dem Rucksack durch Europa reisen möchte. Это не поездка по городу, а приключение, так как мы хотим вместе переночевать в палатке. Das ist keine Städtereise, sondern ein Abenteuer, denn wir wollen gemeinsam in einem Zelt übernachten. Das ist keine Städtereise, sondern ein Abenteuer, denn wir wollen gemeinsam in einem Zelt übernachten. Обратите внимание, что данное предложение сложно сочиненное, состоящее из двух простых предложений, которые соединяются союзом den, после которого идет прямой порядок слов. Wir wollen übernachten. Да, мы тоже на это жалуемся. Ja, darüber beschweren wir uns auch. Ja, darüber beschweren wir uns auch. Местоименное наречие. Так как наш глагол используется с предлогом über, то местоименное наречие получается при помощи соединительного элемента, так как у нас две гласные и местоимение да, darüber. Да, на это я тоже злюсь. Ja, darüber ärgere ich mich auch. Ja, darüber ärgere ich mich auch. Да, я этим тоже интересуюсь. Ja, dafür interessiere ich mich auch. Ja, dafür interessiere ich mich auch. С каким предлогом употребляется глагол sich interessieren? Как вы думаете? С предлогом für.
Да, я тоже об этом с любовью вспоминаю. Ja, daran erinnere ich mich auch gern. Ja, daran erinnere ich mich auch gern. Да, я тоже об этом думаю. Ja, daran denke ich auch. Ja, daran denke ich auch. Когда я еду на море, я беру новые солнцезащитные очки. Wenn ich ans Meer fahre, nehme ich meine neue Sonnenbrille mit. Wenn ich ans Meer fahre, nehme ich meine neue Sonnenbrille mit. Обратите внимание, что придаточное предложение предшествует главному. Построение придаточного обычное. Союз, подлежащее в конце глагола. Но тогда главное начинается с глагола, то есть со сказуемого. За ним идет подлежащее и остальные члены предложения. При этом, как всегда, в обычном предложении приставка глагольная отделяется. Отделяемая приставочка ставится на последнее место. То есть в главном предложении присутствует обратный порядок слов. Если мы едем в Грецию, детям нужен хороший солнцезащитный крем. Wenn wir nach Griechenland fahren, brauchen die Kinder eine gute Sonnencreme. Wenn wir nach Griechenland fahren, brauchen die Kinder eine gute Sonnencreme. Если мы соберемся в отпуск на лыжах в этом году, нам понадобятся лыжные куртки для всей семьи. Wenn wir dieses Jahr einen Skiurlaub machen, brauchen wir Skijacken für die ganze Familie. Wenn wir dieses Jahr einen Skiurlaub machen, brauchen wir Skijacken für die ganze Familie. Когда мы завтра пойдем на пляж, ты сможешь надеть свое новое бикини. Wenn wir morgen an den Strand gehen, kannst du deinen neuen Bikini anziehen. Wenn wir morgen an den Strand gehen, kannst du deinen neuen Bikini anziehen.
Отель бронируется. Das Hotel wird gebucht. Das Hotel wird gebucht. И здесь у нас present passive. Present passive образуется при помощи глагола werden в нужном лице и числе и при помощи partizip zwei. Данная грамматическая конструкция в русском языке используется не так часто. Для русского уха это непривычное звучание предложения. Но немцы очень часто, особенно в литературе или в газетных статьях, в объявлениях, очень часто используют такую конструкцию. Например, шкаф продается. Да? Продается шкаф. Der Schrank wird verkauft. Так что сегодня у нас present passive. Составляются планы на отпуск. Urlaubspläne werden gemacht. Urlaubspläne werden gemacht. Выбирается новая одежда. Neue Kleidung wird ausgewählt. Neue Kleidung wird ausgewählt. Отель выбирается. Ein Hotel wird ausgewählt. Ein Hotel wird ausgewählt. Выбирается гид. Ein Reiseführer wird ausgewählt. Ein Reiseführer wird ausgewählt. Покупается новая одежда. Neue Kleidung wird gekauft. Neue Kleidung wird gekauft. Упаковывается новая одежда. Neue Kleidung wird eingepackt. Neue Kleidung wird eingepackt. Упаковывается путеводитель. Ein Reiseführer wird eingepackt. Ein Reiseführer wird eingepackt. Планируются экскурсии. Ausflüge werden geplant. Ausflüge werden geplant. Разыскивается рейс. Der Flug wird gesucht. Der Flug wird gesucht. Разыскивается отель. Das Hotel wird gesucht. Das Hotel wird gesucht. Разыскивается информация. Informationen werden gesucht. Informationen werden gesucht. Разыскивается гид.
Ein Reiseführer wird gesucht. Ein Reiseführer wird gesucht. Письма сегодня вряд ли напишутся. Briefe werden heute kaum noch geschrieben. Briefe werden heute kaum noch geschrieben. Изображения еще сохраняются. Die Bilder werden noch gespeichert. Die Bilder werden noch gespeichert. Мусорные ведра еще опорожняются сегодня. Die Mülleimer werden heute noch geleert. Die Mülleimer werden heute noch geleert. Большинство сообщений сегодня отправляются по электронной почте. Die meisten Nachrichten werden heute per E-Mail verschickt. Die meisten Nachrichten werden heute per E-Mail verschickt. Почта разносится позже. Разносится или раздается, немецкий глагол verteilen. Die Post wird später verteilt. Die Post wird später verteilt. Это предложение можно перевести на русский как еще почту разносят позже. Разносят. Die Post wird später verteilt. Дом строят. Обратите внимание, здесь нет подлежащего. И глагол у нас не оканчивается, вернее, на «ся». Дом строится, могли бы сказать. Сразу бы вы почувствовали, что здесь present passive. Но здесь у нас другое предложение. Дом строят. И тем не менее здесь будет present passive. Das Haus wird gebaut. Ну, здесь будет present passive. Das Haus wird gebaut. Das Haus wird gebaut. И это предложение можно перевести как дом строят, то есть в настоящем времени. Но у нас здесь нет подлежащих. Это означает, что это будет present passive, когда мы не видим, кто строит дом. Чуть позже, на более высоком уровне, вы там, может быть, B1, туда где-то в середине, у вас появятся те, кто строит дом. Тогда уже будет предлог, например, предлог von плюс, например, рабочие. Von den Arbeitern. Например, das Haus wird von den Arbeitern gebaut. Дом строится рабочими. Но можно его, например, перевести «дом строят рабочие». Вот такой нюанс есть в немецком языке, когда дом строят рабочие, можно сказать Das Haus wird von den Arbeitern gebaut. Дом строится рабочими.
Книги читают. И мы строим предложение в Present Passive. Die Bücher werden gelesen. Die Bücher werden gelesen.